Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Сарглана Захарова. Российским легкоатлетам вновь отказали в возвращении флага. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций в воскресенье принял решение продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики. Уже в 11-й раз российские спортсмены продолжат выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе до тех пор, пока специальный антидопинговый орган ассоциации не закончит проверку данных из московской лаборатории. Есть вероятность, что это произойдет до старта чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре. Основная причина ВАДА еще не предоставила данные по российским легкоатлетам из московской лаборатории, в то время как передача этой информации являлась одним из двух основных требований восстановления членства в ФЛА. Передача проб московской лаборатории в ВАДА произошла в срок. Сама база данных ЛИМС и пробы изучаются специалистами ВАДА. Данный вопрос в компетенцию ВФЛА не входит, хотя и является ключевым. Ранее предполагалось, что международная ассоциация не будет увязывать результаты перепроверки проб с восстановлением федерации. Сейчас ситуация изменилась. В этом вопросе нам остается только ждать, заявил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин. Следующее заседание Совета Международной ассоциации намечено на 23 сентября. Россиянка Арина Аверина стала обладательницей 3 золотых наград в индивидуальных упражнениях на завершившемся этапе Гран-при по художественной гимнастике в чешском Брно. Гимнастка отлично выступила в упражнениях с обручем. Другая российская спортсменка Дарья Трубникова стала 5-й. В упражнениях с мячом Аверина также показала лучший результат, оставив после себя болгарскую гимнастку Катрин Тасева. Кроме того, Аверина стала лучшей в упражнениях с лентой. Гран-при в Брно проходило с 8 по 9 июня. Накануне Трубникова победила в личном многоборье, а Аверина стала серебряным призером турнира. В Якутск прибывают участницы чемпионата мира по шашкам. Уже 13 спортсменок приземлились в аэропорту столицы республики. Чемпионат пройдет с 11 по 23 июня. Всего за медали поборются 16 шашисток из 9 стран мира. В их числе 3 якутянки, которые будут оспаривать звание лучших в мире. Турнир пройдет в Центре спортивной подготовки «Триумф». Первые игры состоятся уже завтра. Я из Арубы, меня зовут Аннелейн Джейкобс. Перелет прошел очень хорошо. Я чувствую себя хорошо. Для меня это большая честь быть здесь. И я сделаю все возможное для того, чтобы достойно представить свою страну. А вообще ожидания у меня такие. Я хочу встретить побольше девушек, которые хорошо играют в шашки. И мне хотелось бы пожелать всем удачи, и пусть победит сильнейший. Завершился главный спортивный старт среди трудящихся Якутии. Накануне на стадионе Туймада прошло торжественное закрытие 4-й спартакиады профсоюзов. В течение 3 дней порядка 1700 участников, 20 команд соревновались в 14 видах спорта. В напряженной борьбе определились сильнейшие. По результатам 3 дней победителем в общекомандном зачете среди участников первой группы стала сборная команда физической культуры, спорта и туризма. Во второй группе в общекомандном зачете среди команд с численностью членов профсоюза свыше 5000 одержала победу команда «Профалмаз» акционерной компании «Алроса». Нужно сказать, что соперники довольно серьезные. И у нас с Министерством образования шло все в притирочку, очко в очко. То есть мы до последнего, до перетягивания канатов, мы не были уверены в своей победе. Ну, у нас сборная подобралась изначально. Мы провели свою спартакиаду. У нас в ней участвовало около 1700 человек. И после того, как мы свою спартакиаду провели, мы отобрали лучших спортсменов. Конечно, мы возлагали надежды на всех наших спортсменов. Где-то в некоторых видах спорта, может быть, чуть-чуть не хватило везения. Где-то ребята прыгнули выше головы. Поэтому все наши спортсмены, на мой взгляд, проявили максимально свои возможности и показали хорошие результаты. А послезавтра, 12 июня, на ипподроме ЕГСХ состоятся рейтинговые скачки. Это отбор на самый престижный старт года соревнования на призы главы республики. По итогам скачек планируют отобрать 9 сильнейших скакунов. А прошлогодний победитель из Амгинского улуса Фарлан путевку получил уже автоматом и станет 10-м участником скачек. В этом году борьба ожидается не слабой. Многие районы выставят новых скакунов. Их приобрели в ведущих конных заводах страны. Зрители ждут интересные и захватывающие забеги. У нас в календарном плане, значит, Федерация конного спорта Республики намечено 16 скачек.
в этом году. Самый главный из них – это приз главы республики. 12 июня, День Российской Федерации, мы планируем провести рейтинговые скачки, где самые лучшие, сильные возьмут путевку на участие на приз главы республики. Это были новости спорта. Всего доброго.